Всем большой привет, друзья! Сегодня мы с вами немножко поговорим о кино. Признавайтесь, смотрели хотя бы один черно-белый фильм? Что ж, сегодня вы увидите целых 5 таких кинокартин. Отложите все свои сериалы, настало время предаться классике. Открывает наш топ советский комедийный хит 1961 года «Девчата». Художественный фильм снят по одноименной повести Бориса Бедного. Сюжет рассказывает о жизни выпускницы кулинарного училища Дуси Кислицыной, которую по распределению отправляют работать поваром в леспромхоз на Урале. На танцевальном вечере 18-летняя Туся знакомится с передовиком производства и местной знаменитостью Ильей Ковригиным. Парень приглашает девушку на танец, но та при всех ему отказывает. В ответ на это Илья заключает спор с другом, что в течение недели влюбит в себя Тусю. Оценка фильма на Кинопоиске 8,4 звезды. Оценка на IMDb 7,9. Сидим прям как взрослые. А мы и есть взрослые. Вот завтра пойдем поженимся, и никто нам слова поперек не скажет. Прямо завтра? А чего тянуть? Следующая на очереди – американская музыкальная комедия «В джазе только девушки», снятая в 1959 году. В главных ролях Тони Кертис, Джек Лемон и Мэрилин Монро. Действие фильма разворачивается во времена сухого закона в США. Два безработных музыканта случайно становятся свидетелями кровавой мафиозной расправы, после чего опускаются в бега. Герои переодеваются в женщин и устраиваются работать в гастролирующий дамский джазовый оркестр. Оценка фильма на Кинопоиск 8,5 звезд. Оценка на IMDb 8,2. В джазе только девушки получил премию «Оскар» и 3 «Золотых глобуса». Американский институт киноискусства объявил его лучшей комедией всех времен США. Песни, исполненные в фильме, популярны до сих пор, а фразы героев вошли в разговорный английский язык. Трудили бисквиты, шоколадные торты. Слушай, что я тебе скажу. Никакого огорода, никаких пирожных. Мы с тобой на диете. Я понимаю, все это так. Не туда, это 100 крон, ты остановишь поезд. На 3-м месте в нашей подборке расположилось немое кино Чарльза Чаплина «Огни большого города». Комедийно-драматический фильм снят в 1931 году и занимает 1-е место в списке 10 лучших романтических комедий по версии Американского института киноискусства. Главный герой картины, маленький бродяга, встречает красивую слепую девушку, торгующую цветами на улице. Из-за случайного стечения обстоятельств девушка принимает героя за богатого герцога. Вскоре маленький бродяга узнает, что операция за границей может вернуть девушке зрение и пускается на поиски денег. Оценка фильма на Кинопоиске на IMDb 8,5 звезд. Серебро нашего топа забирает отечественный 2-серийный фильм «Собачье сердце», снятый в 1988 году по мотивам одноименного произведения русского писателя и драматурга Михаила Булгакова. Москва, 1924 год. Выдающемуся хирургу Филиппу Филипповичу Преображенскому удается превратить бродячего пса Шарика в человека. Однако неожиданный эксперимент становится для обитателей дома профессора настоящим испытанием. Вопрос о том, что из Шарика может получиться высокая психическая личность, очень быстро ставится под сомнение. Оценка фильма на Кинопоиск 8,4 звезды. Оценка на IMDb 8,7. Кто сказал пациенту, пес его знает? Что в самом деле? В кабаке, что ли? Что-то вы меня больно утесняете, папаша. Что? Какой я вам папаша? Что это за фамильярность? И лидером сегодняшней подборки становится американская историческая драма Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Фильм снят в 1993 году по роману Томаса Кеннелли. Сюжет картины основан на реальных событиях и повествует о немецком промышленнике Оскаре Шиндлере, которому удалось спасти более 1000 евреев во время Холокоста. У фильма есть лозунг «Тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый мир». Список Шиндлера входит в мировой топ-100 лучших кинолент за всю историю кинематографа. Оценка на Кинопоиск 8,8 звезд. Оценка на IMDb 8,9. Унтерштурмфюрер, она бригадир строителей. Мы не собираемся спорить с этими людьми. Есть. Иди-ка. Нет, расстреляю ее здесь по моему приказу. На этом все. Пишите в комментариях, какие бы черно-белые фильмы вы добавили в наш топ. Всем спасибо за просмотр. Удачи. Пока.